Гузель, спасибо за эту встречу. Мы с вами находимся в Москве, в Московском доме книги, в легендарном, который нас сегодня с вами приютил. И вот уже здесь появилась, в Казани, наверное, еще нет, но здесь на полках появилась вот эта ваша новая книга наряду с предыдущими двумя. Вот мы можем впервые показать ее и нашим телезрителям, и нашим, надеюсь, читателям. Гузель Спасибо. Эшелон на Самарканд. Поздравляем вас, конечно. Спасибо большое. Это большой труд. Я эту книгу читал, с вашего позволения, и я под большим впечатлением. Вы ее долго писали, ведь это целое историческое полотно. 2,5 года, получается, я ее писала. Начинала не с этой истории, немножко с другой, но в итоге, конечно, тема голода, она победила, потому что тема голода определяла жизни практически всех людей в Поволжье в 20-е годы. Поэтому получилось, что роман, в общем-то, по большому счету, конечно, о голоде в Поволжье. И голод — главный герой. Можно сказать так. Тысячи верст. Ровно столько предстояло пройти санитарному поезду Казанской железной дороги до Туркестана. Но самого поезда еще не было. А вот начальником эшелона уже был. Фронтовик гражданской из молодых Деев. Назначен только что. Этот поезд, этот эшелон на Самарканд выходит из Казани, с вокзала идет и перемещается по поволжским лесам достаточно долго. Есть сцены в Казани, а есть очень большая сцена, целый эпизод, можно сказать, который разворачивается в Свияжске. Потому что Свияжск для меня очень родное, очень близкое место. Я знал, что вы не пройдете мимо. Нет, нельзя было пройти мимо. Плюс к этому я надеюсь, что, конечно, казанцы и свияжцы узнают тот дом, в котором происходит описанная сцена. Не будем раскрывать, но узнают наверняка. Для того, чтобы написать такой труд, пришлось очень много сидеть в архивах, в том числе и в нашем национальном архиве. Да, была в Национальном архиве РТ. Несколько дней я там провела и листала, в основном читала, выписывала себе что-то, материалы по жизни детских домов и детских приемников. Именно там, кстати, наткнулась на информацию о том, что когда-то, несколько месяцев, детский эвакоприемник номер 1 располагался в бывшем дворянском собрании, то есть в здании мэрии, получается. Очень интересно мне показалось, что во дворце практически располагался детский приемник. И поэтому вот этот вот дворец стал как раз местом действия одной из первых ключевых сцен в романе. Дорога начинается в Казани. Понятно, что с вокзала Казанского уходит эшелон. Уходит он сначала на запад, туда к Арзамасу, а позже разворачивается уже на юг и на восток и уходит дальше через Оренбург, где происходит много всяких приключений. Уходит ниже, восточнее, южнее, через Аральск, где происходят тоже всякие разные интересные сцены, вдоль Сырдарьи уже, через пустыню. Винтовки, лошади, басмачи, пески, эшелон, паровоз, стрельба, приключения. Мне кажется, вполне себе исторно. Теперь снова поезд, просто потому что постоянное перемещение – это, конечно, способ увлечь читателя и способ поддержать его интерес. Это все для меня способы поддержать читателя в его движении по тексту, чтобы не хотелось закрыть на второй же странице, а чтобы все-таки сюжет тащил за собой. Поэтому я слово «сюжет» не боюсь, он был очень важен. Деев смотрел на эти лица и понимал, что знает каждое по имени. Ржавый профессор, железный Пип, Зазуля, Грига Аднау, тощая Джамал, Петька Помпадов, Федя Фрейд, Хази Гайну, Юська Аспид, Яшка Брязга, Бога Быченька, Гринька Цивуля. Я, на самом деле, хотела написать такой роман, который был бы действительно очень достоверным. И я постаралась максимально сохранить ту историческую правду, которую нашла, особенно
в таких вот небольших, но очень интересных вещах, аутентичных, как, например, речь беспризорников. Многие фразы, которые говорят, кричат, спорят этими фразами дети, они настоящие. Я их вытащила из газет, например, вытащила из подшивки «Красной Татарии» за 1926 год, который я тоже все пролистал, ну и так дальше. То есть от вот этих вот фраз до, конечно, исторических фактов, которые я брала из работы историков. Вы, конечно, понимаете, что создали произведение, которое вновь может быть экранизировано. Если книга «Эшелон на Самарканд» будет экранизирована, я буду совершенно счастлива. Пока таких планов у нас нет. Но, конечно, это не сериальный жанр, это, конечно, формат полного метра. Да. Это дорогое историческое кино с большим количеством локаций, с 500 детей, что кошмар, наверное, для любого режиссера. Эти 500 детей. Это сложная задачка, но если кто-то захочет, я, конечно, буду совершенно счастлива. Как вы прожили этот сложный 20-й год? Я понимаю, что с точки зрения писательской, может быть, даже какую-то пользу сослужил вам. Все-таки уединение, изоляция, скажем так. Ну, с одной стороны, конечно, этот 2020 год помог быстрее написать роман, совершенно точно, потому что вдруг внезапно все планы отменились, встречи, поездки, те эпидемии, о которых я писала, эпидемии столетней давности, оказалось вдруг, что такая эпидемия может сейчас происходить. И я вот так вот очень грустно шутила, что у меня передо мной на экране разворачивается тифозная и холерная эпидемия 1920 года. А когда я выхожу из этого состояния, закрываю компьютер, то оказываюсь в эпидемии коронавируса 2020 года. Вот это было, конечно, горько, но это было так. Нам когда ожидать вас в Казани? Вашей новой книгой. Да, с удовольствием приеду рассказать о книге. И уже намечены встречи в новом здании библиотеки национальной, в доме Аксенова. И это все будет в мае, это будет в перерыве между майскими праздниками. Плюс, конечно, обязательно поеду на Свияжск, и там тоже будет встреча. Поэтому начало мая. Проводим, давайте, эшелон. Да, до свидания.